В последнее время почему-то таким образом сложилось, что из всей гомельской истории, которая насчитывает даже в письменном варианте более 700 лет, все чаще и больше говорят о семьях Румянцевых и Паскевичей. Можно сказать, что сложился даже некий местный культ этих фамилий. А еще совсем недавно мы слышали в советское время о них только самые нелестные отзывы. Теперь ситуация поменялась на противоположную, и их хвалят, как мне кажется, иногда не совсем заслуженно. Посему хочется внести какую-то определенную лепту и придать этой картинке объективность, с точки зрения исторической науки, разумеется. Первым владельцем Гомеля после вхождения его в состав Российской империи стал Петр Александрович Румянцев, которому мы, в общем-то, обязаны закладкой Гомельского парка и дворца. Личность была, скажем так, незаурядная и, как и все незаурядные личности, противоречивая. По легенде, внебрачный сын Петра I, он унаследовал от своего отца биологического и некоторые не совсем хорошие черты, такие как буйство, импульсивность характера, что особенно было свойственно ему в молодые годы. Правда, с возрастом эти недостатки были минимизированы, и Петр Александрович стал видным российским полководцем, нанес решающее поражение туркам и крымским татарам на Ларге и Кагуле, за что, собственно говоря, и получил в качестве бонуса вот наш город Гомель, в то время называвшийся Гомий. Что касается самого Румянцева, Петра, то большую часть времени он проводил, правда, за пределами Гомеля, возглавлял, как известно, малороссийскую коллегию и, собственно говоря, приложил определенные усилия к тому, чтобы автономия Украины была окончательно ликвидирована, а ее территория вошла в состав Российской империи как территория просто малороссийских губерний. Коллегия была организована на смену гетманскому правлению, и на самом деле она сыграла просто роль такой переходного института от автономии в виде казацкого войска к полному подчинению административным централизованным порядкам Российской империи. А вот Николай Петрович, его сын, был человеком, безусловно, прогрессивных взглядов, и его вклад в развитие нашего города отрицать, конечно, бессмысленно. Человек пытался наладить просвещение для детей простонародья. В то время даже не каждый выходец из привилегированных сословий мог претендовать на высшее образование, а вот Николай Петрович попытался организовать в Гомеле, не больше, не меньше, АВУЗ, лицей по образцу Царскосельского. К сожалению, высшие власти этот проект не одобрили. Любое образование, тем более высшее, грозило им ростом вольнодумства и соответствующими последствиями для царского трона. Но зато Николай Петрович смог организовать здесь Ланкастерскую школу, так называемую, для обучения детей из простого народа, азам науки, письму и грамоте. Принцип был простой. Поскольку учителей квалифицированных не хватало, их просто негде было взять в крепостной России, то ученики, уже получившие определенную сумму знаний, выступали в качестве педагогов и наставников по отношению к ученикам младших классов. Все разбилось о смерть самого Николая Петровича Румянцева. После того, как его не стало, все его добрые начинания повисли в воздухе. После Румянцева владельцами Гомеля становятся Паскевичи. Это новые владельцы, выходцы из украинских казачьих старшин, так называлась верхушка украинского войска, которые обрусели, и если отец Ивана Паскевича, первого владельца Гомеля, еще разговаривал с сильным малороссийским, как тогда говорили, акцентом, то Иван Федорович, закончив пажеский корпус, пришел на царскую службу уже убежденным сторонником российского престола. Иван Федорович, о котором говорится сейчас очень много, на самом деле был, выдающийся военачальник. Безусловно, он храбро командовал своей дивизией на Бородинском поле, участвовал в заграничных походах русской армии по изгнанию и окончательному разгрому Наполеона и сделал блестящую карьеру. Однако не только благодаря своим воинским дарованиям. Уже в молодые годы он был представлен будущему императору Николаю Павловичу и смог заслужить его расположение. Когда произошли известные события на Сенатской площади, и восстание декабристов было подавлено, Иван Паскевич входит в состав Верховного суда, который приговорил арестованных декабристов
к смертной казни, причем первоначально через четвертование. И Иван становится одним из ближайших наперсников Николая I в проведении его жесткой, в общем-то, репрессивной политики по укреплению и сохранению основ самодержавия в Российской империи. Он не только успешно воюет с турками и персами на Кавказе, но и принимает самое активное участие в подавлении восстания в 1830-31 годах в Польше, Литве и Беларуси. Его войска берут Варшаву. Паскевич участвует в подавлении Венгерской революции 1848-49 года. А будучи наместником царства польского, куда он был назначен после подавления восстания, проводит также неизменно жесткую политику на ликвидацию всяких попыток польского и других народов оспорить российскую власть на этих территориях. Ну и при этом себя не забывает. За участие в русско-персидской войне, Паскевич командовал русской армией в Закавказье, он получает неплохой бонус в размере 10-й части контрибуции, наложенной на Персию. Это порядка 2 миллионов рублей. При этом российским посланником в Тегеране, который, собственно говоря, и договаривался о выплате контрибуции, был Шурин Паскевича, известный русский литератор Грибоедов. И эта контрибуция стоила ему жизни. Грибоедов был зверски растерзан фанатичной толпой, но одной из реальных причин это было изъятие ценностей, всех ценностей, когда из гаремов просто вынимали кольца, драгоценности, чтобы заплатить дань русскому царю. Паскевич приобрел много редких произведений восточного искусства, которые и были выставлены в последующем в его дворце. Определенную часть трофеев он привез и из Польши, в том числе и известную нам статую Юзефа Понятовского. Паскевич был одним из, пожалуй, первым военачальником Российской империи того времени, но, к сожалению, для него, безусловно, эта деятельность закончилась поражением России в Крымской войне. Малоизвестный факт, но князь Варшавский был командующим российской армией в первоначальный период этой войны. И во многом благодаря его, ну скажем, не совсем решительным действиям российская армия вынуждена была оставить дунайские территории, которые до этого успешно заняла. Затем, внезапно для Паскевича, который сознательно не вводил войска в Крым, а держал их на Дунайском театре военных действий, союзники, англичане, американцы, турки и сардинцы внезапно высаживаются в Крыму, где было недостаточно сил для прикрытия полуострова, и наносят одно за другим поражение русской армии. Несмотря на мужественную, безусловно, оборону Севастополя, где участвовали и уроженцы Белоруссии, и полки, носившие название белорусских городов, Минский пехотный полк, например. Россия потерпела сокрушительное поражение в этой войне. Иван Паскевич не перенес этой трагедии и в скором времени скончался. Царь Николай покончил с собой, как предполагают многие историки. Также из-за того потрясения, которое случилось с ним после поражения в войне. И владельцем Гомеля становится сын Ивана Паскевича, князь Федор. Личность наиболее загадочная из этой фамилии и о которой, наверное, существует наибольшее количество мифов нашего времени. Вот о нем я хотел бы поговорить чуть более подробно. Вообще, за последнее время в Гомеле и его окрестностях установлено 5 памятников этой фамилии. Из них 2 как раз Федору. Один не так давно был открыт в парке. Номинально он не является Паскевичем, но портретное сходство и любовь к собакам красноречиво свидетельствует о том, что это именно князь Федор Иванович. Но на самом деле Иван Федорович действительно был большим любителем животных, и прежде всего семейства псовых. Об этом свидетельствуют и могилы его собак, похороненных в парке. При этом надо сказать, что любовь Паскевича к собакам не простиралась на всех его подданных. По легенде, псарь, который был повинен в смерти этих животных, был жестоко наказан, даже засечен до смерти по приказу князя. Это легенда, но зато есть документальные источники о том, что похороны собакам были устроены по высшему разряду, что даже в условиях того времени вызвало недопонимание у гомельчан. Их хоронили, как не хоронили, наверное, многих из простых жителей Гомеля. Существует еще одно предание, точнее известие о определенных чертах характера
Федора Ивановича, он любил не только собак, но и молодых девушек. В чем нет ничего предосудительного, однако любовь помещика к своим крепостным крестьянкам в то время облекалась в достаточно необычную форму для нашего времени и, к сожалению, обычную для тех времен. Это право первой брачной ночи. Молодая крестьянка, выходя замуж, обязана была провести вот эту самую ночь со своим владельцем. Чем, как говорят, Федор Иванович далеко не брезговал. Старожилы показывали мне даже дуб в княжеском имении Прудок, к которому привязывали и наказывали тех крестьян, которые, в общем-то, отказали в своей милости помещику Федору. Можно сказать, что это все на уровне слухов или нет, но хочу при этом отметить, что огромное количество информации, которая подается нам сегодня о Паскевичах, она основана также вот на такого же рода легендах, только противоположного качества. Но есть и документы, которые свидетельствуют о том, что Федор Паскевич был человеком по отношению к простонародью, ну, достаточно не самого лучшего поведения. Крепостничество к тому времени настолько прогнило, что его изъяны стали очевидны даже императору Александру II, который и вошел в историю как царь-освободитель. Федор Паскевич также был одним из авторов проекта по освобождению крестьян. Мне довелось найти этот проект в Российской государственной библиотеке и прочитать, что же предлагал на самом деле князь Федор. Существует тоже распространенный достаточно миф о том, что Федор был сторонником самых прогрессивных реформ и попал в немилость государю-императору именно поэтому. А на самом деле Федор предлагал такое освобождение, которое оставляло крестьян просто нищими. Попросту говоря, он хотел освободить их без земли. Оказавшиеся на свободе, но без средств к существованию крестьяне естественным образом должны были идти на кабальных условиях в батраки к своему бывшему владельцу. Ну, такая ситуация была в Прибалтике, например. И такой проект реформы вызвал неприятие даже у самого Александра II, который отказался рассматривать такой проект. А Федор, который с группой наиболее консервативных аристократов настаивал на принятии именно такого варианта, в общем-то, попал к царю в немилость, можно сказать, в опалу. Известно предание о том, как они встретились после, если мне не изменяет память, перезахоронения Ивана Паскевича в Гомеле, и Александр II сказал: как жаль, что дети не всегда бывают похожи на своих отцов. Федор Паскевич парировал колкость и ответил: совершенно верно, Ваше Величество. Вот, говорят, это словесная дуэль между князем и императором, в общем-то, и стоила Паскевичу дальнейшей карьеры. Он полностью ушел в личную жизнь, проживал частично в своем гомельском имении, а еще более в столице и других местах. Интересные подробности мне сообщил белорусский исследователь Андрей Киштымов, который занимался исследованием экономической деятельности Паскевича. Он говорил, что ему удалось найти в архиве в описи указания на фотоальбом Паскевича. Он очень обрадовался, поскольку предполагал увидеть там пейзажи старого Гомеля, княжескую семью, отдыхающую на реке Сош. Когда же ему принесли, то разочарования не было предела. Практически почти все фотографии в этом альбоме были посвящены Парижу, Ницце, Биорице и другим местам. Именно там имел обыкновение проводить свое свободное время чета Паскевичи. А точнее даже не чета, а Паскевичи порознь, поскольку существуют сведения о том, что Федор и знаменитая княгиня Ирина Ивановна довольно плохо ладили в семейной жизни. По вине Федора, прежде всего. Но если говорить об Ирине, то, конечно же, женщина была, безусловно, добрая, и для Гомеля она сделала немало, ее благотворительность всем известна, но при этом не стоит преувеличивать этот момент тоже, поскольку занятия благотворительностью были вменены практически негласно в обязанность крупным землевладельцам по одной простой причине. Помещики и дворяне в Российской империи платили очень низкие поземельные налоги. В некоторых случаях разница между крестьянином, уплачивающим налог своей десятины земли, и помещиком доходил до 10 раз. Поэтому вот та толика вклада в развитие города, которое вносила Ирина, это была просто замена налогового бремени, которое она, в общем-то, должна была бы нести, будь это нормальное демократическое государство. Источником
тех уникальных, безусловно, собраний предметов искусства, живописи, роскоши, которые были сосредоточены в Гомельском дворце, являлся, во-первых, неоплачиваемый, по сути, рабский труд крепостных крестьян до 1861 года и, в общем-то, такой же низкооплачиваемый труд крестьян после этой реформы, которые продолжали работать на Паскевиче. Это первое. Второе, военная добыча, трофеи, которые Паскевич привозил из покоренных стран. И надо понимать, что это все, опять-таки, принадлежало этой семье. Большинство гомельчан в парк доступ не имели, либо имели крайне ограниченный. Простонародье пускали в парк 2 раза в неделю за деньги, немалые для того времени, хочу отметить, деньги. И то только тех, кто был чисто одет, то есть такой дресс-код, который определяли слуги князя Паскевича. Более того, при освобождении крестьян от крепостной зависимости князь Федор очень нехорошо обошелся с рядом своих бывших крепостных. Например, крестьян деревни Поколюбича он банальным образом обманул. Наделил их землей в меньшем количестве, чем это даже было предусмотрено царской реформой. Крестьяне пожаловались царю. Ну, естественно, как у нас до сих пор, наверное, практикуется, жалоба пришла на рассмотрение местных властей, а властями такими для них был князь Федор. Жалобщики были жестоко наказаны, их просто подвергли телесному наказанию, и документы об этом, собственно говоря, существуют в открытом доступе. Непонятно, почему об этих вещах сейчас забывают. Ну, точнее, понятно, потому что такие жесткие хозяйственники, да, или крепкие хозяйственники феодального плана, они, может быть, близки кому-то из и ныне власть придержащих по своему поведению и склонности вот к такого рода поступкам. Как историк и как гражданин, как житель Гомеля, я хотел бы прежде всего объективного и справедливого отношения к нашему прошлому. Ни в коем случае нельзя скатываться в какое-то огульное чернительство любого периода в нашей истории, будь это советский период, период вхождения в состав Российской империи или Великое княжество Литовское. На все вещи нужно смотреть объективно и внимательно. Но в то же время не хотелось бы, чтобы мы с вами оказались в плену новых мифов, которые совершенно не полезны, бывают даже в нашей повседневной жизни. И вот прежде всего отношение к Румянцевым и Паскевичам. Не нужно из них делать культа, и из никого не стоит делать культа, но тем более из тех людей, которые, например, как князь Федор, были причастны к жесткому отношению к своим собственным крестьянам, к совершенно неблаговидным и даже криминальным поступкам. В то же время Николай Петрович Румянцев, который сделал так много для развития нашего города, вполне достойный персонаж, о котором стоит говорить и на примере чего нужно, в общем-то, показывать, как можно способствовать совершенствованию и развитию общества.